Күнтә мана урылсачныр, күнтә мана уютныр. Әрін саған сеткіләсін мана келін ұлсин тәңгін көділәчнерін дәресі, мана келін ұлсин саңгын көділәчнерін дәресі, мадын тадынды икі қанылтан өргічен әветін. Сұрғулян сәнәр сұрчы, ем шалты құға, суқ таныр, суқ гечнір, бақшныр, мана урылсачныр, әрін саған сеткіләсін тадынды қанылтан өргічен әветін. Кесін көділміштің күтсәмчті, үзімчті болытқа, ем шалты құға, ерілменді бәджі, ягихы шалтан ұға, яхы-гихы өфчін ұға, шарылжақы шарларын доры, күкіржақы көкі тенгір доры, көрсті ғазыр дері, суысарын өнір болжы, бәсарын байын болжы, ондин дөрігін сақты, менді амуын кеухетін, олың дедіз бұрқыт, өршәқы болытқа геджі өрәжін әветін. Өрәшем ғы болдың бар. Ода мадын үгі Хальмык келіне бақшы, Хальмык филиалын, Московский экономический университетін, Хальмык келіне, Урсы келіне бақшы, Санджиева Александра Эрнеевады үгі үкчен әветін. Ну, чтобы было всем понятно, дорогие друзья, мы уже несколько лет сотрудничаем с нашей Национальной библиотекой имени Амурсанана. Сегодняшнее мероприятие очень познавательное, очень полезное для подрастающего поколения. Поэтому я выражаю от себя лично, от имени наших преподавателей и наверняка от наших студентов за то, что вы подготовили нам такое интересное, познавательное мероприятие. Выражаю искреннюю благодарность всем гостям, которые присутствовали, показали свое мастерство и, в общем-то, многим нашим студентам, многие студенты узнали очень много полезного. Тега бастаднига әрін саған сеткіләсін күнті үрмет юрәджінәу, екі гидік қаңылтан үргіджінәу, хүйен негат маднига дудат, емі сонын қағылтыз кежетін туста, тана күтсәжіғі керектің туста. Царанды негат, сән сәхін мен дамылым еуқиға, олым дедіз бұрқыт өшәжі ұтқа, тана кечәқ көтіміштің басы царан өділжі ұтқа, тегат Хорында негін улан черағарын қалғылса, достан өзәрін үзілсәт, негінден селуган өгәд, менда мұлым еуқиғы басы олың деді бұрқыт өшәжі ұтқа. Вот такие шиверлыки. Шиверлыки у каждого племени были разные, будем говорить, да, у каждого. Дальше. И вот здесь шиверлык, конечно, это очень красиво, богатый шиверлык. А так обычно были просто черные шиверлыки, украшались наверху и украшались внизу. У меня здесь кисточки, это тоже можно было. На изображении фотографии 19 века, там вот как раз богатая калмычка, и у нее вот прям 3 такие кисточки красивые висит. А так обычно вешали то пук, вы знаете, то пуги крестообразного вида из серебра. Далее. И следующее, это головной убор, он называется халмак. У меня такой вид, который сделан по фотографии, опять же, 19 века. Были головные уборы, сверху они украшались красными нитками. Далее. И видите, две стороны. Одна сторона украшалась таким растительным орнаментом, другая сторона геометрическим орнаментом. И считалось, что, значит, растительный орнамент здесь сторона женщины, а здесь сторона мужчины. И когда женщина заплетает косы, то таким образом она охраняет, значит, женскую сторону или род свой, из которого ушла, и здесь род мужа. Далее. Наряд. Внутри у нас одевалась белая рубашка. И обязательно потом одевалось вот такое платье, значит, и сверху одевался наряд, тырлык. Здесь украшалась, значит, вышивка была ручная, красивая очень. И пуговицы, такие вот по подобию, наверное, кавказских костюмов, были пуговицы, тоже очень красивые, своеобразные именно у калмыцкого народа. Вот, если видите, не просто прямой, да, у нас обшлаг рукава, а вот с таким вырезом. И если посмотрите фотографии 18-19 веков, они тоже были именно такие. И когда, значит, автор «Трех мушкетеров»
Александр Дюма побывал в Калмыкии, он проезжал, вернее, проплывал мимо приехал в Россию, был в Петербурге, поехал вот в наши южные районы и проплывал по Волге и увидел на берегу красивый хурул. И он посмотрел, говорит, вот я хочу обязательно там побывать. И сразу же, значит, приплыли, попросили у калмык, значит, Тюмени побывать вот в его имении. Это был как раз Хашиутовский хурул знаменитый. И когда он приехал туда, он говорил, незабываемые дни, потому что я увидел, что здесь такое количество всего. Лошади, табуны показали, тысячные табуны лошадей. Говорит, меня утром вывели на балкон, и он увидел, что скачут эти лошади с горизонта, огромная масса, топот копыт. И проскакали мимо него, и Тюмень сказал, к сожалению, вы приехали вот так внезапно, мы бы пригнали еще больше лошадей. Он побывал на охоте, он сказал, что здесь, в Калмыкии, различных видов скота, птиц и прочее, больше, чем у нас лягушек в Париже. И он поразился красоте калмыцких женщин. Он увидел, и первый он зашел туда и сказал, боже мой, ну, как бы по-французски, оказалось, что здесь, в калмыцкой степи, я увидел такой же альбом для, значит, записи различных стихов, посвященных хозяйке, какие мне давали в Париже. Все, и здесь же был и рояль, и наряды, которые были у них, настолько подчеркивали красоту калмыцких женщин. Он посвятил им 2 мадригала. Далее, и вот этот калмыцкий костюм его поразил вот своим своеобразием, своим, значит, своей необычностью, да? Дальше. Ну и вот мы как раз вот такой, конечно, не такой, но калмыцкий костюм мы изобразим у себя на сувенире. И этот сувенир вы позже можете приклеить на магнитик и приклеить на свой холодильник на память вот об этом мастер-классе. Спасибо. Преподносили обычно вот так. Дальше ходак был свернут два раза. И вот эта открытая сторона, она подавалась именно гостю вот этой стороной. Не вот этой, а вот этой стороной. И гость, когда принимал, он принимал с поклоном. Дальше. И позже ходаки хранили, значит, у себя и могли им передарить. Они были и белого цвета, и разноцветные. Вот так передарите, чтобы оно форму держало. Буквы «Н». Это я как образец сделала. Пришли мастер-класс, мне сказали, что будут студенты, и я подготовила вот такие, подошла с практической стороны. Это вот такие шоперы, сумочки для девочек, конечно. И на этих сумочках мы сейчас будем рисовать красками по ткани. Сразу давайте определимся. Хальмык келер, морс келер, Морс келер, да? Ой, Бендерцев. Наверное, все видели вот эту вот игру. Многие, наверное, даже умеют, наверное, да? Значит, это древняя игра. Кто создал, неизвестно. Народная считается игрой, народной. И поэтому вот, когда мы вот сейчас такие вот видим изделия, вы видите здесь пластиковые кольца, вы видите, есть с металлическими кольцами, но в старину это были непременно роговые кольца. 12 роговых колец. По какой причине 12? Когда вот народ создавал, решили, что 12 месяцев в году, соответственно, 12 роговых колец. И делали исключительно из всего натурального. Это было дерево, это было кожа. 144 узла. Вот на этой игре 144 узла. И чтобы снять кольцо, нужно вот все эти кольца нужно сделать 144 движения. И всегда считаются рабочими вот эти вот первые 2 кольца, без которых мы никуда ни снять, ни надеть не можем. Да? Поднимите руки, кто уже владеет этой игрой. Так, замечательно. Если владеете, можно уже на скорость посоревноваться. Да? Вы знаете, что когда-то давным-давно тот, кто умел играть вот эти роговые кольца, снимать и надевать, тот считался хорошим умельцем. И если приезжали сваты, то из делегации обязательно кто-то должен был сыграть эту игру. Ну и, наверное, тоже тогда на скорость. И кроме того, кто искусно этим владел, тому давали эмельта хазарта мюрре, то есть оседланную лошадь даже давали за эту игру, за то, что вот умеет вот так вот играть на этих кольцах.
Но у нас сейчас чаще делают 8 колец, потому что удобно, чтобы быстрее. В основном для это ученический вариант.